Добрый вечер. В студии Валет Генаев. В эфире очередной выпуск общественно-политического тележурнала «Чечен-Инфо». В течение ближайшего часа, как и обычно по субботам, команда информационного канала представит вашему вниманию обзор наиболее значимых событий недели, ознакомит вас с тем, что и как говорят о нас в глобальной сети интернет, представит краткий обзор наиболее ярких общественно значимых публикаций газеты «Вести Республики». Ну и, конечно же, расскажет о жизни и судьбе знаменитого Наиба Байсангура Биноевского. И все это в рамках одной программы в течение ближайшего часа. Напомню, мы выходим регулярно по субботам, примерно в это же время. И традиционно повторюсь, что команда информационного канала не сомневается в том, что новости – это весьма интересно, если к ним подходить с интересом. Приятного просмотра. Сегодня в программе. Стартовала акция по озеленению Грозного. Аргун активизирует борьбу с ваххабизмом. В Чеченской Республике откроют аллею славы и издадут книгу памяти. Рустам Мугаев в рубрике «Экспресс-инфо» с обзором событий прошедшей недели. В рамках 9-го международного фестиваля искусств в Ярославле прошли Дни чеченской культуры. Еженедельная рубрика «Дайджест-инфо» с обзором Магомеда Нухаева. Кавказская пленница на деле оказалась беглянкой. Мегафон запустил в Чеченской Республике сеть 3G. Ченет-инфо с обзором глобальной сети интернет. Тагир Салаханов в еженедельной рубрике «Тема» проводит параллели между фашизмом и ваххабизмом. Последние и наиболее яркие общественно значимые публикации газеты «Вести Республики». Рубрика «Жизнь замечательных людей» с рассказом об удивительной судьбе Наиба Байсангура Биноевского. В рубрике «Экспресс-инфо», как и обычно, сегодня представлена объективная независимая картина событий прошедшей недели. Реальная политика и экономика, свежие факты, оперативная хроника, важнейшие события и громкие заявления. 10 динамичных сюжетов о наиболее ярких событиях прошедшей недели. Информационным поводом для них может стать любое значимое событие, произошедшее за минувшие 7 дней. Мой коллега Рустам Мугаев с обзором событий прошедшей недели. 17 октября президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал старт акции по озеленению города Грозный. Вместе с депутатом Госдумы Российской Федерации Адамом Делимхановым глава республики посадил 33 саженца по улице Богдана Хмельницкого Ленинского района столицы. По словам Кадырова, мэрией Грозного утверждена программа, предусматривающая посадку этой осенью 15 тысяч саженцев. Таким образом, местные власти намерены превратить Грозный в самый красивый и зеленый город на юге России. Президент Чеченской Республики также отметил, что каждый, кто болеет за свой город, должен принять участие в реализации этого плана. В своем обращении Кадыров призвал всех работников министерств, ведомств, организаций и учреждений республики посадить по 5 саженцев. Сделать это нетрудно и не требует каких-либо усилий, но таким образом можно преобразить столицу, сказал Рамзан Кадыров. Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров подписал указ о назначении Сулеймана Геремеева представителем исполнительного органа власти Чеченской Республики в Совете Федерации Федерального собрания России. По словам Кадырова, учитывая заслуги Геремеева перед республикой, его патриотизм и любовь к своему народу, он намерен обратиться в Совет Федерации с предложением о его утверждении. Глава республики подчеркнул, что перед местными властями стоят нереализованные задачи, которые необходимо решить на уровне Госдумы, Совета Федерации, правительства России, и с этими задачами вполне может справиться Геремеев. Уверен, он и дальше будет работать на благо народа, республики и всей России, подчеркнул Рамзан Кадыров. Полномочия предыдущего представителя Верхней Палаты Российского парламента Чеченской Республики Умара Джабраилова были прекращены 7 октября 2009 года. Жители города Аргун должны занять активную гражданскую позицию в противодействии идеям реакционного ваххабизма. Об этом на встрече с духовенством и общественностью города заявил президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Поводом для встречи стали отдельные случаи вовлечения в ряды НВФ молодых людей. Глава региона напомнил, что достигнутую большими усилиями стабильность Чеченской Республики нельзя ставить под угрозу равнодушием в общественности. Президент подчеркнул, что основной контингент подверженных идеям ваххабизма – молодые люди, и что при соответствующем внимании и духовном воспитании они могут опомниться. По мнению Кадырова, для достижения результатов в борьбе с бандитами необходимо полное взаимодействие властей с правоохранительными органами. Здесь же он представил местным жителям нового начальника отдела внутренних дел, которым стал Хизир Зайпулаев. Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил председателю правительства Чеченской Республики Одессу Байсултанову вплотную заняться решением существующей в республике проблемы разминирования территории сельхозугодий. Как отметил Кадыров,
Последние 15 лет на территории республики жертвами мин и не разорвавшихся снарядов стали взрослые и дети. На сегодняшний день, по его словам, неразминированными остаются десятки тысяч гектаров пахотных земель и лесных угодий, в том числе и в Грозном. Рамзан Кадыров поручил Одессу Байсултанову привлечь к проблеме разминирования общественные организации, правозащитников и парламент республики. С 1995 года в Чеченской республике от мин и не разорвавшихся снарядов пострадало 3120 человек, в том числе 770 детей. По количеству пострадавших от мин жителей Чеченская республика входит в десятку опасных регионов мира. Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров вручил 50 семьям ключи от новых квартир. Обладателями жилья стали молодые специалисты. По словам Кадырова, данная помощь не первая, оказываемая молодым специалистам. Он отметил, что совсем недавно республика испытывала острую нехватку в профессиональных кадрах. В упадке были практически все сферы жизнедеятельности республики. А сегодня в республике уже много молодых людей работают в различных отраслях. Необходимо поднять статус таких профессий, как учитель, врач, тракторист, комбайнер, хлебороб, работник коммунальных служб и привлечь в эти профессии молодых людей. В свою очередь, руководством республики будет оказываться им всесторонняя поддержка, созданные необходимые для работы и жизни условия, подчеркнул Кадыров. Президент Чеченской республики также отметил, что в ближайшее время в Аргуне начнется строительство жилых многоэтажных домов, торговых центров и зон отдыха. На территории Парка Победы в Ленинском районе Грозного начато строительство мемориального комплекса «Аллея Славы». Об этом сообщил первый заместитель председателя Госкомитета по архитектуре и градостроительству Чеченской республики Юсуп Заурбеков. По его словам, комплекс расположится на площади 2,6 гектаров. Здесь установят стилизованную башню высотой 36 метров, двухэтажное здание музея, колоннаду с отображением 8 основных событий Великой Отечественной войны с участием выходцев из Чеченской республики, иконный памятник. Строительство аллеи начато по поручению президента Чеченской республики Рамзана Кадырова. По его же поручению в республике ведется работа над созданием книги памяти. В ней будут отражены данные о выходцах из Чечни и Ингушетии, участвовавших в Великой Отечественной войне. Отметим, что на июнь текущего года число участников Великой Отечественной войны с Чечни и Ингушетии составляет более 50 тысяч. Сдача аллеи Славы и публикация книги памяти планируется к 9 мая 2010 года. Соглашение о сотрудничестве между префектурой Центрального административного округа города Москвы и администрацией города Грозного на 2010 год в среду подписали мэр чеченской столицы Муслим Кучиев и префект Центрального административного округа Москвы Алексей Александров. Как отметил председатель правительства Республики Одесса Байсултанов, данное событие является логическим продолжением дружеских отношений, которые сложились между Центральным округом Москвы и администрацией Грозного. По словам же Александрова, тесные связи, которые сегодня налажены между Москвой и Грозным, имеют не только политический и экономический смысл, но и способствуют укреплению великой страны. Отметим, помощь Москвы выражается в поставках уборочной техники для коммунальных служб города, предоставлении студентам-отличникам местных вузов именных стипендий, оснащении библиотек современным оборудованием, помощи медикаментами и так далее. Здесь же Алексею Александрову было присвоено звание «Почетный гражданин города Грозный». В Министерстве внутренних дел республики прошла благотворительная акция МВД России. Проведение 22 октября благотворительной акции стало уже доброй традицией. В ее рамках отличившимся сотрудникам МВД по Чеченской республике вручаются высокие награды. Семьям погибших инвалидам вследствие военной травмы получают материальную помощь и ценные подарки. Указом президента Российской Федерации орденом мужества награжден командир взвода ОМОН МВД по Чеченской республике Хусейн Муцаев. Здесь же начальнику департамента кадрового обеспечения МВД Российской Федерации Владимиру Кикотью и его заместителю Владимиру Кубышко были вручены медали за заслуги перед Чеченской республикой. Приказом министра внутренних дел Российской Федерации медалями за доблесть службы и за боевое сотрудничество награждены отличившиеся сотрудники милиции. Ценные подарки и единовременную материальную помощь получили инвалиды вследствие военной травмы и члены семей сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. Завершилась официальная часть праздничным концертом звезд российской эстрады. На неделе правительство Чеченской республики утвердило проект закона о республиканском бюджете на 2010 год и об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Чеченской республики на 2010-2012 годы. По словам министра финансов республики Эли Исаева, по расчетам бюджет Чеченской республики на следующий год будет бездефицитным. Исаев сообщил, что общий объем расходов республиканского бюджета на следующий год, согласно законопроекту, составляет около 57 миллиардов рублей. При этом Эли Исаев сообщил, что расходы капитального характера сокращены до 70%. Расходы на содержание бюджетных учреждений до 30%. Расходы предусмотрены в 2009 году разовым решением на конкретные цели на 100%. Он также отметил, что в складывающихся условиях повышения денежного содержания государственных служащих и заработной платы работников бюджетной сферы не запланировано.
20 октября Верховный суд Чеченской Республики удовлетворил заявление Руслана Байсарова и Кристины Арбакайте о заключении между ними мирового соглашения по отношению к месту проживания их сына Дени. Согласно соглашению, место жительства Дени Байсарова определяется исключительно по его желанию по фактическому месту жительства одного из родителей. При этом ребенок имеет право в равной степени проживать как со своим отцом, так и со своей матерью. Суд также отменил решение Грозненского районного суда от 15 сентября, согласно которому Дени должен был проживать по месту жительства отца. По заявлению адвокатов Байсарова и Арбакайте, мировое соглашение не нарушает прав обеих сторон и заключено в интересах 11-летнего Дени Байсарова. Таким образом, Верховный суд Чеченской Республики спустя почти 2 месяца поставил точку в нашумевшем деле. На неделе в рамках 9-го международного фестиваля искусств в Ярославле прошли дни чеченской культуры. Здесь же присутствующим был презентован видеофильм о Чеченской Республике. Представленный же ярославцам концерт мастеров искусств из нашего региона прошел, как говорится, на ура. В современной России очень важно, чтобы эта национальная политика государства обеспечивала стабильность межнациональных отношений, развивала традиции взаимоуважения, дружбы и тесного сотрудничества народов. Об этом в еженедельной рубрике «Дайджест недели» размышляет Магомед Нухаев. На неделе в рамках 9-го международного фестиваля искусств «Ярославские гуляния» в столице Ярославской области прошли Дни культуры Чеченской Республики. Инициатором данного проекта выступил представитель президента Чеченской Республики в Ярославской области, директор фестиваля, председатель Ярославского регионального отделения Ассамблеи народов России Нур Эл-Хасиев. На предложение принять участие в организуемых мероприятиях, призванных сохранять и укреплять дружеские отношения между народами России, с готовностью откликнулось Министерство культуры Чеченской Республики в лице Дикала Музакаева. Вскоре на днях Чеченской Республики в Ярославле чеченские артисты произвели настоящий фурор. В рамках программы Дней культуры прошли выставка под названием «Эпос в гостях у эпоса», фотовыставка «Грозный вчера и сегодня», а особый интерес у гостей фестиваля вызвала выставка предметов быта этнографического музея Донди Юрт. Посетители воочию смогли увидеть здесь точные копии архитектурных памятников, которые расположены в горной части Чеченской Республики. Это жилые и боевые башни, возведенные в средние века по уникальной технологии, обеспечивающей им многовековую жизнь. В прошлый раз мы приехали посмотреть, ознакомиться с городом, вот вашим знаменитым вот этими старыми музеем. А сейчас я привез все свои вещи, которые у меня есть. Они очень тоже старые. Есть вещи, которые 3000 лет до нашей эры, вещи, которые находились у нас в Чеченской Республике. Есть вещи сарматско-скифских времен. Вот эти все вещи у меня сейчас находятся здесь. Ярославль, какое отношение местными, не только чеченцам, здесь разные национальности живут. Очень хорошие отношения. Даже можно завидовать. Это хорошие отношения, хороший пример это. Этот пример нужно показать ему, мне кажется, всем россиянам и даже в мире можно показать. Также в Ярославле состоялся круглый стол на тему перспективы экономических и культурных отношений с Чеченской Республикой, а также расширенная пресс-конференция о позитивных переменах, происходящих сегодня в поствоенной республике. Здесь же присутствующим был презентован видеофильм о сегодняшних днях Чеченской Республики. Представленный ярославцам концерт мастеров искусств Чеченской Республики прошел, как говорится, на ура. По словам народного артиста Чечни Магомеда Исаева, находившийся в составе делегации, представленная на суд зрителей концертная программа была очень интересной и насыщенной. Особенно зрителям понравилось выступление чеченского государственного ансамбля «Войнах». Вместе с нашими артистами на одной сцене выступали артисты и исполнители из других регионов России, а также акробаты и трюкачи. Праздник Международного фестиваля искусств продемонстрировал всей стране, что такое национальное единство, как надо дружить и сохранять межэтнические отношения друг с другом. Руководство области, и прежнее руководство, и администрация города делает все возможное для того, чтобы гости на этой земле себя чувствовали комфортно и дома. Это самое главное, к чему и адресованы все эти мероприятия, в том числе и фестиваль национальной культуры «Ярославские гуляния». Мы
с удовольствием руководство Чеченской Республики направляет именно в Ярославль для принятия участия в международных форумах творческие коллективы Чеченской Республики, потому что человек всегда имеет желание идти туда, где его ждут, идти туда, где его уважают, где его любят. Вот такие чувства, наверное, и у наших артистов, они с удовольствием всегда едут в Ярославль. Город Ярославль – это крупный промышленный центр, известный своими древнейшими сооружениями 15-16 веков. Он также связан с именами известных людей, таких как Николай Некрасов, Валентина Терешкова, Константин Ушинский и другие. Население здесь на сегодняшний день составляет около 603 тысяч человек. В 2010 году город отпразднует свое тысячелетие, и, что примечательно, городской мечети исполнится 100 лет. К слову, чеченская диаспора, проживающая в Ярославской области, одна из самых крупных в нашей стране. Также здесь проживает более 50 тысяч последователей ислама. Это дагестанцы, татары, ингуши, узбеки, таджики и, конечно же, чеченцы. Отметим, что чеченская община вскоре отметит 16-летие со дня создания Ярославского общества чечено-ингушской культуры в войнах. Мне очень приятно видеть в этом зале красивые лица, добрые улыбки. И, смотря этот зал, я понимаю, что на протяжении 10 лет Ярославское отделение Ассамблеи народов России работало не зря. Я хочу вас, прежде всего, поздравить всех нас и вас, ярославцев, и всех руководителей и членов этнокультурных организаций с десятилетием Ассамблеи народов России. Выступления гостей на фестивале были разнообразны, но все они сводились к одной мысли – то, что духовные и общечеловеческие качества способствуют обогащению народов, их сближению в повседневной жизни, достижению их единства, невольно вспоминая, что все люди – братья. И таким примером являются проводимые подобные мероприятия. Я всегда приветствую такие мероприятия, когда разные народности собираются. Мне было очень приятно читать поляки, татары, чеченцы. Очень было приятно, что даже в таком городе, сравнительно небольшом для России, все диаспоры собираются дружно, каждый показывает свое. И когда я узнал об этом, мне звонили, просили приехать. Я с удовольствием согласился, потому что очень приятно это видеть, что тем более в сегодняшние дни, когда знаете, эти распри все, очень приятно, прям столько народности, все дружно в одном зале, просто, что может быть лучше этого? В следующем году планируется провести выставку достижений Ярославской области в городе Грозном. Этот проект пройдет в рамках мероприятий, посвященных юбилею города Ярославль, то есть тысячелетию со дня его основания. На следующий год мы поедем с проектом в Грозный, с проектом на встречу к тысячелетию Ярославля, покажем Чеченской Республике, чеченским народам достижения экономические и культурные Ярославского края. Перспективы развития экономических и культурных связей с Чеченской Республикой – это тема заседания круглого стола, прошедшего в рамках программы в Ярославской торгово-промышленной палате. Здесь также говорили о взаимовыгодных перспективах сотрудничества. Итогом круглого стола стало решение открыть в следующем году в Грозном торговый дом под названием «Ярославль». Мероприятия, в которых мы приняли вчера участие, сегодня мы проводим на Ярославской земле. Мы вчера и в беседе с заместителем, с вице-губернатором Ярославской области Сергеем Владимировичем Березкиным в разговоре у нас мы пришли к мысли, к идее, оценивая ситуацию и здесь, и в Чеченской Республике, что Ярославль по праву становится центром согласия, а Чеченская Республика становится центром мира. Пусть так и будет. В современной России очень важно, чтобы этнонациональная политика государства обеспечивала стабильность межнациональных отношений, развивала традиции взаимоуважения, дружбы и тесного сотрудничества народа. И этому способствует президентская программа развития дружеских отношений между субъектами России и других стран мира. Одной из первых таких стран стали Объединенные Арабские Эмираты.
Сарасваты, где уже не первое десятилетие проживают чеченцы. Между тем, президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров не раз отмечал необходимость сохранения дружеских отношений между всеми регионами. При этом, обращаясь непосредственно к чеченской диаспоре, он подчеркивал, что они, несмотря на то, что находятся вдали от родного края, должны достойно соблюдать закон и культуру не только своего народа, но и стран и регионов, в которых они проживают. И эти слова давно уже нашли поддержку в обществе, ведь в современном обществе, как бы не хотелось об этом говорить, по поступкам и делам судят о целом народе. Без взаимопомощи и дружеских отношений между регионами невозможно существовать в современном мире. В противном же случае нам угрожает окончательная утрата части своего этноса. Если же мы будем сидеть сложа руки, ничего не делать в плане создания устойчивых и разносторонних связей между диаспорой и национальным очагом в лице Чеченской Республики, ни о каких экономических и тем более о внешнеполитических связях не может быть и речи. И здесь очень многое зависит от руководства республики. Именно местные власти должны выстроить экономическую, культурную и образовательную политику с учетом всех факторов. К счастью, данная работа в нашей республике проводится сполна, а потому чеченские диаспоры, где бы они ни находились, вправе рассчитывать на помощь и поддержку со стороны Чеченской Республики, а значит и ее руководства. Что говорят о нас и что говорим мы в виртуальном киберпространстве? На прошлой неделе, оказывается, говорили о том, что кавказская пленница на деле оказалась банальной беглянкой, что Мегафон наконец-то запустил в Чеченской Республике сеть 3G, что на теле ребенка в дагестанском Кизляре проступили цитаты из Корана, и что волейбольный клуб «Грозный» в гордом одиночестве уверенно лидирует в чемпионате России по волейболу. Об этом и не только в обзоре событий глобальной сети интернет. В Петербургской галерее «Квартира» Алексея Сергиенко прошел литературный вечер чеченского прозаика Германа Садулаева. Об этом на неделе сообщил ряд электронных ресурсов, включая и странички живого журнала. 16-летним мальчиком Садулаев, родившийся в селе Шали Чеченской Республики, приехал в дождливый Петербург и поступил на юридический факультет Петербургского университета. Первая и вторая чеченские войны прошли вдали от писателя, но оставили отчетливый рубец в его душе и в его прозе, отмечают авторы материала. Вечер, судя по текстам сообщений, длился более 2 часов и прошел в постоянных вопросах, словесных стычках, которые периодически перебивались чтением рассказов. Закончил встречу Герман Садулаев лирическим произведением из книги «Радио». Тихий, мягкий, плывучий голос писателя заставил замереть на минуты гостей. Одна девушка всплакнула и, надевая легкую кофточку, заметила автору: «Современная проза – это эхо сердца», отмечают издание. Правоохранительные органы Ясногорска Забайкальского края потратили сутки на то, чтобы найти 19-летнюю жительницу Грозного, инициировавшую собственное похищение. Как сообщает пресс-служба Следственного управления при прокуратуре по Забайкальскому краю, девушка решила уйти от родственников, к которым приехала из Грозного для лечения в больнице. Чтобы ее не искали, воспользовавшись услугами знакомого, она по телефону сообщила о том, что ее похитили 3 неизвестных, в том числе и сотрудник милиции, и требуют выкуп. Девушка попросила родственников не заявлять об этом в милицию. Тем не менее, заявление о похищении в прокуратуру поступило. Уже через день сотрудниками милиции Ясногорска девушка была обнаружена у своей знакомой. Сообщается, что за заведомо ложный донос беглянке грозит тюремное заключение. Максимальное наказание, предусмотренное законом за этот вид преступления – 6 лет лишения свободы. Российское интернет-пространство бурлит от нового скандала. Депутату Госдумы от «Справедливой России», партии, провозглашающей ориентацию на социализм 21 века, приписывают авторство расистского юдофобского рингтона, имя, к которому приписывают авторство криминального звукового ролика член партии эсеров и депутат Аднан Музакаев. Общеизвестно, что рингтоны, а говоря по-русски просто мелодии звонков мобильных телефонов, приносят фирмам-поставщикам этих услуг весьма и весьма серьезные деньги. В последнее время лирики в телефонных трелях поубавилось. Из интернета в мобилы попал ролик антисемитского и даже фашистского характера. Героем и автором криминального рингтона мог стать депутат Государственной Думы Аднан Музакаев, заявляют авторы многочисленных публикаций. Любопытно, что в то время, когда весь интернет обсуждает специфические воззрения человека с голосом, похожим на голос Аднана Музакаева, лидер партии, воспитавший такого деятеля, просто отмалчивается, отмечают издания.
Компания «Мегафон» запустила в коммерческую эксплуатацию сеть 3G на всей территории Чеченской Республики. Об этом на прошедшей неделе с подачи все того же «Мегафон» в сети заговорили практически все. При этом сообщается, что в строительство сети компания инвестировала порядка 500 миллионов рублей. По словам авторов информационного повода, в республике запущено 116 новых базовых станций 3G, обеспечивающих качественное радиопокрытие крупных населенных пунктов республики. Максимальная скорость передачи данных в сети нового поколения достигает 3,6 мегабит в секунду. Предполагается, что новая технология позволит существенно расширить функциональные возможности мобильной связи для абонентов Чеченской Республики, которые в силу объективных обстоятельств сталкиваются с низким качеством проводного интернета. Отмечается, что оператор начал работу в республике в 2004 году. Он был первым и долгое время единственным мобильным оператором на территории республики. Сулейман Мусаев, молодой прозаик из Чеченской Республики, отмечен в числе лучших на форуме молодых писателей «Липкинская осень», который прошел в подмосковном пансионате Липки. Об этом сообщает интернет-ресурс радио «Голос России». Урок литературы, так называется рассказ Музакаева, обращенный к событиям недавнего времени, когда в республике проходила контртеррористическая операция. Учитель словесности на уроке рассказывает школьникам о войне 1812 года и о романе Толстого «Война и мир». В этот момент в школу врываются военные и проводят обыск. Вот краткий сюжет рассказа. «Я сам был свидетелем такой зачистки, когда работал в школе», вспоминает Сулейман. В последнее время создаются фильмы, пишутся книги в основном об участниках тех событий, которые воевали. А вот позиция мирного жителя совсем не отражена ни в литературе, ни в кинематографе. «Моя главная задача – показать, что война – это прежде всего трагедия. Трагедия для человека, трагедия для народа», отмечает молодой литератор. После 4 туров чемпионата России по волейболу среди мужских коллективов, выступающих в европейской зоне высшей лиги «Дивизион Б», дебютант турнира чеченский волейбольный клуб «Грозный» продолжает в гордом одиночестве уверенно лидировать в турнирном реестре. Об этом заявляет ряд электронных ресурсов спортивного направления. В публикациях отмечается, что волейболисты из Чеченской Республики накануне в Стерлитамаке мерились с местной командой, обладающей замысловатым названием «Спорт-академия ВРЗ». Первый поединок прошел при полном преимуществе визитеров Северного Кавказа и завершился сухим разгромом хозяев. Следующим вечером хозяева дали южанам настоящий бой. Грозный с трудом взял первые 2 партии и уступил, но уже по ходу 4-го отрезка игры вырвал победу. Одержав уже 8 побед подряд, еще ни разу не испытав горечь поражения, команда из столицы Чеченской Республики, имея в своем активе 16 результативных баллов, оторвалась от ближайших преследователей, отмечает издание. Даку Завгаев утвержден послом Российской Федерации в Словении. Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на заявление главы словенского МИД Самуэля Жбогара, власти Словении в четверг одобрили его назначение послом России в Люблине. «Было бы очень необычным не дать нашего согласия. Это происходит только по экстраординарным причинам». А Завгаев – заместитель главы МИД России, и он работал в международном сообществе без каких-либо проблем. Приводит агентство слова главы словенского внешнеполитического ведомства. МИД Российской Федерации сообщил о назначении Даку Завгаева послом в Словении 29 сентября. Завгаев занимал пост гендиректора МИД с августа 2004 года. В его ведении были административные, финансовые и специальные вопросы обеспечения работы министерства и входящих в его систему загранучреждений, напоминает РИА Новости. В Красноярске с 31 октября по 1 ноября пройдет традиционный международный турнир по вольной борьбе среди юниоров на призы 3-кратного олимпийского чемпиона Бувейса Растайтиева. Об этом на прошлой неделе первыми заявили электронные ресурсы Красноярского края Сибирского федерального округа. Эстафета сразу же была подхвачена и Чеченетом, который и растиражировал эту новость. По словам организаторов турнира, планируется, что в нем примут участие 250 молодых борцов из Бурятии, Якутии, Хакасии, Тувы, Чеченской Республики, Осетии, Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Турции, Ирана и других стран. Сообщается также и о том, что турнир включен в официальный календарь Международной Федерации спортивной борьбы. Ожидается, что состязание уже со следующего года может получить новый статус – финала Гран-при Сайтиева. Напомним, что чуть ранее такой же турнир прошел в Европе, в бельгийском городке Горикин.
Зампредседателя Центральной избирательной комиссии Станислав Вавилов, который в ходе выборов находился на Северном Кавказе, сразу же по прибытию в Москву дал интервью «Времени новостей», в котором подчеркнул, что по его убеждению Грозный – это просто фантастика, не город, а настоящая сказка и мечта. Современный европейский город, чистота, какие там школы, детские сады и площадки – это надо видеть. И спорт, и культура, и места для отдыха, предназначенные для жителей различных возрастов. Есть абсолютно все. Я убедился, что деньги в развитие Чеченской Республики вкладываются не зря, отметил чиновник. По словам Вавилова, обрадовала его и организация проведения выборов в муниципальные органы власти. Стоит отметить, что среди членов избирательных комиссий более половины – молодые люди. Молодежь в республике активно интересуется избирательными процессами и принимает в них активное участие, в том числе проводит разъяснительную работу среди населения. Это дорогого стоит, приводит слова Вавилова издание. 10 октября 1942 года германская авиация начала бомбить нефтяные районы Грозного. Тогда, в 1942-м, Гитлер заявлял, цитата, «Если я не получу нефть Майкопа и Грозного, я буду вынужден остановить войну». Если тогда враг говорил на немецком и шел на поле брани с открытым забралом, то сегодня нам противостоит жестокий, подлый, циничный враг, говорящий с нами, между прочим, на одном языке. И зовется он иначе – ваххабизм. Тем не менее, все тот же фашизм, только вид сбоку. Международный терроризм, как и тогда, в далеком 1942-м, рвется к нефти и другим ресурсам Кавказа. Тагир Салаханов в еженедельной рубрике «Тема» проводит исторические параллели битвы за Кавказ и рассуждает о том, что лежит за внешней стороной события или явления. Расизм, фашизм, большевизм. Все эти измы, когда-то становившиеся камнем преткновения на пути прогрессивного развития человечества, повинные в уничтожении десятков миллионов человек, заклеймены историей как губительные и антинародные. Сегодня нет ни одной страны в мире, где подобные доктрины были бы приняты как государственная политика. Нет Третьего Рейха, нет Советского Союза. Да и Южная Африка совсем не та, что в середине и конце 20 века. Но современный этап развития человечества привел к развитию другого изма, сравнимого с вышеуказанными по своей античеловеческой направленности и гораздо более опасного в силу того, что не имеет локализации по национальному или государственному признаку. Но современный этап развития человечества привел к развитию другого изма, сравнимого с вышеуказанными по своей античеловеческой направленности и гораздо более опасного в силу того, что не имеет локализации по национальному или государственному признаку. Я говорю о ваххабизме, учении предельно крайнего толка, претендующего на единственно верную форму ислама. Сегодня весь мир ведет войну с ваххабитами, но основной театр этих действий разворачивается на Кавказе, а точнее в двух республиках – Чечне и Ингушетии. Список жертв этой войны уже перевалил за 100 000. Ваххабиты спровоцировали войну в августе 1999 года, вторгшись в Дагестан. С тех пор этот огонь не угасает, хотя и горит заметно слабее. Благодаря руководству Чеченской Республики, а именно президенту Рамзану Кадырову, боевые действия против ваххабитов ведутся меньшей кровью и с большей эффективностью. Наиболее оптимистичный прогноз таков, что уже за очень короткий период с ними будет покончено вовсе. Города и села как Чечни, так и Ингушетии будут очищены от этой скверны. Тем более, что исторический пример наша земля уже знала. 10 октября 1942 года германская авиация начала бомбить нефтяной Грозный. Еще в июне 1942 года, выступая на совещании штабов группы армии «Юг», Гитлер заявил: «Моя основная мысль – занять область Кавказа. Если я не получу нефть Майкопа и Грозного, я должен ликвидировать войну». Для осуществления этих замыслов германское командование разработало план «Эдельвейс», сосредоточив на кавказском направлении огромные силы. Уже 28 сентября немецкие части взяли Эльхотово, перерезав шоссе Грозный-Нальчик. В октябре немецкая авиация начала наносить массированные авиаудары по Грозному и его окрестностям. Город превратился в огромный факел. На борьбу с пожарами на нефтяных промыслах встало все население Чечни и Ингушетии. Среди сражений Второй мировой войны, оказавших заметное влияние на ее дальнейший ход, битва за Кавказ стоит особо. На сравнительно небольшом участке линии фронта, расположенном между Терским и Сунжинским хребтами, а также и на склонах самих хребтов, разгорелись невиданные по накалу и ожесточенности бои, сравнимые разве что с битвой, развернувшейся в это же время на подступах к Сталинграду. Что сделало чечено-ингушский городок нефтяников Малгобек нервным узлом войны? Конечно же, массовый героизм его защитников, презрение к смерти и отчаянное сопротивление превосходящим силам противника.
Кроме того, умелые действия командиров, самоотверженность бойцов и еще то, что трудно поддается описанию. Скорее, чувство, которое разом от главнокомандующего до рядового охватывает всех. Это чувство заключается в простых словах. Все, наступил предел, и дальше своей земли для отступления больше нет. И еще, город, волею судьбы и обстоятельств, должен обязательно находиться на направлении главного удара. В огневом 42-м таким городом стал Сталинград. С его захватом враг отсекал от сражающегося Советского Союза весь Кавказ, включая его нескончаемые нефтяные запасы. Однако у противника в том году было еще одно направление удара, стратегическая важность которого подтверждается как всей последующей историей, так и единым мнением крупнейших военных аналитиков. Это направление на Грозный и далее на Баку. Завязавшееся в предгорьях и горах сражение вошло в историю Второй мировой войны под названием «Битва за Кавказ». Самый короткий путь на Грозный для немецко-фашистских дивизий лежал по Алханчуртской долине, вход в которую в самом узком месте между Терским и Сунжинским хребтами перекрывал город Малгобек. Так, волею судьбы и обстоятельств, этот город стал нервным узлом всей битвы за Кавказ. Малгобек, как и Сталинград, немцами был почти взят. И вот это «почти» как раз и заключалось в том, что, как и в Сталинграде, в Малгобеке враг увяз вначале в городских окраинах, а затем и в земле пригородов. Именно там он был окончательно остановлен и дальше уже не прошел. В течение 4 месяцев шли ожесточенные бои. Малгобек 14 раз переходил из рук в руки. Гитлеровцы заняли его центр, заняли его юго-восточные окраины, но дальше кирпичного завода вглубь долины враг уже не прошел. Сущность стратегического плана на летнюю кампанию 1942 года официально изложена в директиве Адольфа Гитлера номер 41 от 5 апреля 1942 года. Цитата. «В первую очередь все имеющиеся в распоряжении силы должны быть сосредоточены для проведения главной операции на южном участке с целью уничтожить противника западнее Дона, чтобы затем захватить нефтеносные районы Кавказа и перейти через Кавказский хребет». С выходом за Кавказе немцы надеялись установить непосредственную связь с турецкой армией. 26 дивизий, которые были развернуты на границах Советского Союза, а также создать предпосылки для вторжения на Ближний и Средний Восток. Для выполнения своих планов противник выделил группу армий А, превосходившую войска Южного фронта по личному составу в 1,5 раза, в танках почти 10 раз, в артиллерии в 2 раза и в самолетах почти в 8 раз. Немецко-фашистские войска, наступавшие на Кавказ, были хорошо оснащены современной для того периода войны техникой. Этой армией до 10 сентября 1942 года командовал генерал-фельдмаршал Лист, затем генерал-полковник Эвальд фон Клейст. Клейст рассчитывал сломить сопротивление советских сил с помощью своей первой танковой армии. Движение на Кавказ он называл танковым походом и полагал, что его танки, вышедшие с боями на Ставропольские равнины и в Терскую долину, уже никто не в силах будет остановить. И они, нанеся мощный таранный удар, прорвутся сквозь наши войска и займут Грозный с его богатейшими нефтяными запасами. Нефть – вот главная движущая сила, словно магнитом притягивающая немцев к Кавказу. В предвоенное время Баку занимал первое место по добыче нефти в СССР, Грозный – второе, и он же первое по переработке нефти в горюче-смазочные материалы. Не случайно поэтому начальник генерального штаба Вермахта генерал Цейцлер уже в послевоенных мемуарах писал: «Если бы кавказская нефть пошла на удовлетворение военных потребностей Германии, то обстановка на Востоке была бы кардинальным образом изменена, и наши надежды на благоприятный исход войны намного возросли бы». Здесь достаточно вспомнить, что гитлеровская Германия имела всего один источник подпитки своих моторов бензином, переработанным из нефти, и тот на территории Румынии. Источник был крайне ограниченным, поэтому немцам приходилось даже делать синтетическую нефть из каменного угля, а это и дорого, и крайне неэффективно. Важно отметить и то, что на Кавказе добывалась качественная нефть, одна из лучших в СССР, и шла она исключительно на производство топлива для самолетов. Малгобек, затем Грозный с его еще более богатыми залежами нефти, следом Баку с вообще неисчерпаемыми запасами. Именно поэтому нефтяной фактор придает главному направлению вражеского удара в 1942 году Малгобек, Грозный, Баку такое исключительно важное стратегическое значение во всей Второй мировой войне. Враг шел к нам не только с оружием в руках, он вел и замысловатую пропагандистскую войну. Кроме того, в горах орудовали банды предателей, которые под руководством инструкторов из Абвера вели диверсионную и подрывную деятельность. Однако расчеты врага на то, что ему удастся расколоть народы СССР и натравить их друг на друга, провалились. Подавляющая часть населения Кавказа активно боролась с немецко-фашистскими захватчиками. На оккупированной врагом территории сражались 180 партизанских отрядов общей численностью свыше 9000 человек. Бои в районе Малгобека похоронили не одну немецкую дивизию.
Пленные гитлеровцы из 370-й пехотной дивизии сообщали, что после боев на Тереке многие батальоны их дивизии уничтожены полностью, а в уцелевших ротах осталось по 10-12 человек. Район между Моздоком и Малгобеком, включая станицу Вознесенскую, по определению самих немцев стал для них долиной смерти. Враг, озлобленный неудачами и упорным сопротивлением советских частей, подтянул к линии фронта крупные силы танков и мотопехоты, в том числе пресловутую дивизию СС «Викинг». Обычно эта дивизия направлялась на самые трудные, опасные и ответственные участки фронта, но и она почти полностью полегла на Кавказе. Так, город Малгобек стал буквально камнем преткновения для германской армии. Здесь закончилась ее кавказская эпопея, и дальше, к Грозному, враг по советской земле уже не прошел. 8 октября 2007 года указом президента Российской Федерации Владимира Путина ингушскому городу Малгобек присвоено высокое звание «Город воинской славы». Как сказано в положении об условиях и порядке присвоения почетного звания, ходатайство субъекта Федерации, выступившего с инициативой, рассматривается Российским организационным комитетом «Победа». При этом учитывается беспримерный подвиг защитников Отечества, который стал символом мужества, стойкости и массового героизма для поколений российских граждан. Сегодня, спустя 67 лет, единая некогда Чечено-Ингушетия стала ареной борьбы. Если тогда, в 1942-м, враг говорил на немецком и шел на поле брани с открытым забралом, то сегодня нам противостоит жестокий, подлый, циничный и трусливый враг, говорящий с войнахами на одном языке. Международный терроризм, как и тогда в далеком 1942-м, рвется к Малгобекской и Грозненской нефти, другим ресурсам. Если фашисты своих целей не скрывали, то религиозные экстремисты придумывают миллиарды весомых причин для своих действий. Тут и очищение веры, и изгнание кафиров, и создание исламского имарата. На самом деле цель одна – развал России как суверенного государства. А для этого необходимо уничтожить войнахов, отстаивающих целостность страны здесь, на южных рубежах. Если в 1942-м с предателями работали инструктора СС и Абвера, то сегодня эта миссия возложена на таких самодельных шейхов, как Саид Бурятский и прочей такой же рвани. Что ж, господа, посмотрим, кто кого. Подвиг героев битвы за Кавказ жив, и это тоже одно из руководств к действию для нынешних властей как в Чечне, так и в Ингушетии. Конец у новых захватчиков будет таким же, как и в 1942-м. Немцы положили в битве за Кавказ более 250 тысяч солдат и офицеров. Религиозные экстремисты, конечно же, положат гораздо меньше, но всех, кто у них только есть. Дело за малым – временем. Следующая рубрика нашей программы – обзор последних и наиболее ярких общественно значимых публикаций газеты «Вести Республики». Сегодня в горячую пятерку газеты вошли статья Сулумовой «Поиск узников. Грозд-Лазарет» продолжается. Публикация Хасана Гериханова «Злопыхатели». Статья Вараева «В поисках утраченного города». Статья первого заместителя министра труда, занятости и социального развития Анди Хусейнова под названием «Рынок труда Чеченской Республики» и статья уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике Нурдина Хажиева под названием «Корни зла Кавказского узла». О намеренной и целенаправленной информационной политике мемориала направлены на дискредитацию руководства Чеченской Республики. И все это здесь и сейчас в рубрике «Вести инфо». Эхо Второй мировой войны слышно и по сегодняшний день. До сих пор неизвестно точное число советских военнопленных. По разным оценкам, их количество колеблется в пределах 5-6,5 миллионов человек. Так начинается статья Сулумовой «Поиск узников. Грозд-Лазарет» продолжается, опубликованная в очередном номере республиканской газеты «Вести Республики». Цель статьи, как заявляет сам автор публикации, информировать чеченскую общественность относительно одной из форм деятельности научных сотрудников мемориального комплекса по комплектованию, исследованию, поиску родных и близких узников лагеря смерти для военнопленных Грозд-Лазарет, который в период оккупации функционировал в городе Славута Хмельницкой области. Некоторые исследователи считают, что из общего количества советских плененных 3 300 000 погибло именно в концлагерях, отмечает автор публикации. Автором в ненавязчивой форме читатель приводится к мысли о том, что в этих жертвенных списках могли находиться и выходцы из Чеченской Республики. В этой связи отмечается, что сотрудникам комплекса в 1995 году впервые подготовлены, разосланы и опубликованы списки некоторых военнопленных. Работа по поиску родных военнопленных, погибших в Грозд-Лазарете, продолжается. За последние годы написано и отправлено во все уголки бывшего СССР еще около 3000 писем-анкет. Сотрудники музея через столько лет после войны возвратили из небытия несколько десятков лиц, известили о месте их захоронения родным.
Это значит, что исследовательско-поисковая работа коллектива имеет актуальную социальную направленность. Понятно, что и представители Чеченской Республики разыскивают своих пропавших без вести родственников. Публикуем данный материал, предоставленный нашей редакцией Сардаловым, через архивное управление правительства Чеченской Республики. И хочется верить, что откликнутся родственники, друзья, земляки, знавшие погибших воинов, покоящиеся в земле Украины, заключает автор публикации. Буквально на днях в Московском доме национальности прошел круглый стол на тему о вопросах освещения в СМИ и литературе истории депортации репрессированных народов, организованной Ассоциацией чеченских общественных и культурных объединений. О том, что и как обсуждалось на этом форуме, рассказывает публикация «Злопыхатели» Саидхасана Гериханова. Судя по солидному составу участников, эта тема вызвала широкий отклик у национальных общин московского мегаполиса, представителей Московской мэрии, Совета Федерации России, сотрудников Российской академии наук, известных общественных деятелей, историков, политологов и журналистов. И это неудивительно. Тема репрессированных народов до сих пор остается благодатным полем для антикавказских спекуляций. Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стала книга некоего Игоря Пыхалова «За что Сталин выселял народы», изданная массовым тиражом. В ней автор открыто говорит о том, что эти народы, в частности чеченцы и ингуши, заслуживали еще более жестокого наказания, вплоть до полного уничтожения. Попутно Пыхалов буквально высмеивает подвиги войнахов-героев Брестской крепости, заслуги дикой дивизии, ставит под сомнение сам факт сожжения войсками НКВД горного селения Хайба. Как сообщает автор публикации, участники круглого стола осудили попытки Пыхаловых и иже с ними фальсифицировать историю тех трагических лет и подготовили обращение на имя руководителя администрации президента Российской Федерации, председателя комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории Сергея Нарышкина, в котором указали на недопустимость производства уроков ненависти в российском обществе и попросили дать соответствующую оценку пропагандистской деятельности Злопыхаловых и тех, кто их финансирует. Впрочем, одним письмом круглый стол решил не ограничиваться, и в ближайшее время против Игоря Пыхалова в судебные органы будет направлен соответствующий иск. Дискуссию об обнаружении на территории республики останков хазарской столицы Семендер, которая буквально на прошлой неделе развернулась в республиканских СМИ, стала своего рода маленькой сенсацией и всколыхнула республиканскую общественность. На страницах газеты «Вести Республики» вновь эту тему поднимает развернутая статья Вараева «В поисках утраченного города». Автор публикации отмечает, что в свое время известный советский историк и археолог Лев Николаевич Гумилев выдвигал предположение о том, что древняя хазарская столица вполне могла находиться на территории современной Чеченской Республики. В то же время к чести авторов публикации приводятся и иные версии этого вопроса. Так, доктор исторических наук профессор Муса Багаев заявил по телевидению, что участвовал в раскопках Шелковского городища с группой ученых-археологов в 80-х годах прошлого столетия, но не обнаружил никаких доказательств подтверждения гипотезы Гумилева. Однако, по словам заместителя министра Чеченской Республики по внешним связям, национальной политики, печати и информации Зелимхана Мусаева, не было выдвинуто и конкретного предположения, что находится на месте проводимых раскопок. Кандидат исторических наук Ислам Хатоев допускает возможность, что на месте Шелковского городища находился Семендер, но считает, что эту проблему необходимо исследовать, провести археологические раскопки и, наконец, дать точное определение, какое именно древнее поселение здесь располагалось. Тем не менее, создается впечатление, отмечает автор публикации, что никто не хочет знать, что же именно располагалось на месте Шелковского городища. Историки категорически отвергают гипотезу Гумилева. Краеведы и местные жители утверждают абсолютно обратное. Из публикации все-таки становится ясно одно. Можно соглашаться с тем или иным утверждением, можно и оппонировать, но бесспорно, что этот вопрос все-таки стоит тщательного исследования. К слову, команда Чечен-Инфо абсолютно солидарна в этом с автором публикации, которую все-таки, полагаем, не ограничиваясь нашим изложением, стоит почитать в оригинале. О безработице. Об одной из самых острых проблем в регионе рассказывает статья «Рынок труда Чеченской Республики» первого заместителя министра труда, занятости и социального развития Айнди Хусейнова. Безусловно, рынок труда в условиях экономического кризиса – очень важный аспект, и потому полагаем, что читателям газеты будет интересно узнать о том, как он трансформировался и что нас ожидает в этой сфере. На эти вопросы и отвечает публикация. Проблемы республиканского рынка труда достаточно серьезные, хотя уже можно говорить и о некоторых положительных
тенденциях. И связано это с чутким руководством президента Чеченской Республики и решительными действиями Кабинета министров по достижению позитивных тенденций социально-экономического развития республики, отмечает автор публикации. В этой связи автор с удовлетворением отмечает, что вот уже полгода, как в республике работают региональные антикризисные программы содействия занятости населения. И потому не случайно, что в последнее время на республиканском рынке труда наблюдается некоторое снижение напряженности. По словам автора, реализация программы дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда Чеченской Республики в 2009 году началась с мая текущего года. За этот период проводилась активная работа с предприятиями по организации и проведению общественных работ и работа с безработными гражданами на предмет открытия ими собственного дела. За истекший период количество участников общественных работ уже в августе составило более 22 тысяч человек. Договора же на получение субсидий получили 568 безработных граждан. По прогнозу Минтруда Чеченской Республики численность безработных граждан уже к концу этого года не превысит 300 тысяч человек. А это значит, что уровень зарегистрированной безработицы составит 46% от численности экономически активного населения, констатирует автор публикации. Целенаправленной информационной политике правозащитного центра «Мемориал» по дискредитации руководства Чеченской Республики посвящена статья уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике Нурдину Хажиева «Корни зла Кавказского узла», опубликованная в очередном номере газеты «Вести Республики». Рассуждая о правозащитном фонде «Мемориал», Нухажиев отмечает, что он, формально являясь неправительственной и независимой организацией, напрямую финансируется Конгрессом и Государственным департаментом США. В этой связи автор публикации приводит ряд убедительных доводов, подтверждающих его утверждение. Наивно думать, что эти деньги выделяются им просто так, за здорово живешь. «Мемориал» – это организация, известная своей идеологической и предвзятостью и избирательностью. Деструктивная деятельность Кавказского узла, целенаправленно занимающегося дискредитацией органов государственной власти как Российской Федерации, так и субъектов Северно-Кавказского региона, налицо, отмечает автор публикации. В этой связи Нухажиев обращает внимание на электронный ресурс фонда «Кавказский узел». Своими систематическими диверсионными информационными вбросами Кавказский узел пытается делегитимизировать и демонизировать руководство Чеченской Республики и создать пораженческое настроение у сторонников существующей власти, подчеркивает автор публикации. При этом он обращает внимание на то, что, собирая и ретранслируя всю негативную информацию о ситуации в республике, а в случае необходимости создавая ее, Кавказский узел, как правило, ссылается на анонимные источники, причем остаются неизвестными и авторы самих информационных сообщений. Они в большинстве случаев не подписываются под своими материалами. По мнению автора, это очень удобная форма для сочинения различных инсинуаций и ухода от ответственности за них. Вне всякого сомнения, работа главного информационного центра «Мемориала» намного вреднее и опаснее для республики, чем деятельность одиозных интернет-сайтов членов вооруженного банполья и ряда экстремистских сайтов вместе взятых. Ибо в случае с последним точно знаешь, с кем имеешь дело, тогда как Кавказский узел рядится в маску благотворителя и защитника прав и свобод человека, заключает автор публикации. Так уж сложилось, что горцев трудно удивить храбростью, но всегда и во все времена у горцев особое неизменное восхищение вызывало имя Байсангура Биноевского. Этот человек – один из самых легендарных и почитаемых героев чеченского народа. В памяти народной он остался как образец мужества и несгибаемой воли. Его образ, как и многих других героев чеченской истории, служил и служит примером для лучших сынов нашего народа. Имя Байсангура долгое время было одним из белых пятен официальной истории, но оно должно и обязано занять подобающее ему место в отечественной истории. Рубрика «Жизнь замечательных людей» с рассказом об удивительной судьбе Наиба Байсангура Биноевского. В 1794 году в семье чеченца Баршхи из рода Эдинеры в ауле Биной родился мальчик. Назвали его Байсангуром, и еще свежи были в памяти народа битвы восставших горцев Северного Кавказа под предводительством шейха Мансура с царскими войсками. В год рождения Байсангура первый имам Кавказа умер в каземате Шлиссельбургской крепости, став для потомков вечным примером пламенной борьбы за справедливость и равенство. О периоде жизни Байсангура до 1839 года практически ничего не известно. Но ясно другое. Он не мог стоять в стороне от антиколониальной борьбы, ведь именно здесь, в горном Биное, в свое время скрывался предводитель повстанцев Ташу Хаджи. Сюда бежал потерпевший поражение Вахульга Шамиль. Именно предводитель биноевцев Байсангур приютил тогда у себя измученного будущего имама.
Именно в Биное скрепилась многолетняя боевая дружба старых знакомых, не раз ходивших прежде в бой. И неудивительно, что спустя некоторое время именно Байсангур вместе с Ташух Хаджи, Шаиб Мулой из Сентароя и Джавдаханом из Даргу разворачивает в Нохчмохке бурную деятельность с целью провозглашения Шамиля имамом Чечни и Дагестана. В 1839 году в Биное съезжаются предводители всех чеченских обществ для знакомства с будущим лидером горцев. Тогда же на горе Кхеташон-Корта у села Центарой на съезде представителей всех обществ и народа знаменитый по тем временам ученый и воин шейх Шамиль был провозглашен имамом Чечни и Дагестана, отцом страны и отцом Шашки, то есть предводителем и главным полководцем. Прямодушный и бесхитростный Байсангур отказался от почетных званий и должностей, которые ему предлагал имам, не желая идти против своих принципов. Шамиль и его окружение с огромным уважением и любовью относились к мужественному лидеру. Таш Адам Байсангур. Байсангур, человек из камня, отзывался о нем Шамиль. Летом 1845 года армия имама, в числе которых и Байсангур, громят многочисленные войска графа Воронцова. После той неудачной Даргинской экспедиции, в которой царские генералы потеряли свыше 3000 солдат и офицеров, они в течение 14 лет не решались вторгаться в горные районы. Именно там, в ожесточенных боях лета 1845 года, Байсангур лишается руки и глаза. 1847 год. Царские войска осадили аул Гергебиль в горном Дагестане. Одноглазый и однорукий Байсангур со своим отрядом защищает участок обороны в районе садов. Царские военачальники время от времени начинают штурм селения. Пушечным ядром Наибу отрывает ногу. Истекающего кровью, без сознания, уже 53-летнего Наиба в наступивших сумерках подбирают царские солдаты. Весть о пленении Байсангура мгновенно облетает горы. Шамиль тяжело переживает это известие. Он лично оказывает помощь друзьям и родичам Байсангура в организации побега из плена. В середине июня 1847 года тяжело раненого Байсангура под большим конвоем отправляют из Дагестана в крепость Грозную. По дороге на колонну нападают мюриды и освобождают своего Наиба. Байсангура горцы встретили с ликованием, но радость их была омрачена видом бесстрашного воина. Он был калекой. Нестерпимым огнем, особенно в ненастье, горело израненное тело. Жизнь становилась невыносимой, словно муки ада. Казалось, что воинская слава уже никогда не вернется к старому и изможденному калеке, и все-таки победила железная воля. Без одного глаза, без руки и без ноги Байсангур остается в строю. Еще при его жизни о Байсангуре слагали легенды. По преданию, его привязывали к лошади кожаные ремнями, и неведающий страха Наиб, выхватывая единственной рукой шашку и сверкая единственным глазом, мчался в самую гущу врагов. После поражения в Крымской войне царизм пытается взять реванш на Кавказе. Мирный договор в Париже дает возможность самодержавию бросить против горцев огромные силы. Шамилю противостоит 300-тысячная армия. Изнуренное войной население, с трудом напрягая последние силы, оказывает отчаянное сопротивление. 25 лет изнурительной войны ослабевают горское общество. Численность такого чеченского общества к этому времени уже сократилась более чем в 5 раз. Конец предрешен. Преодолевая сопротивление непокорных, сжигая аулы, царские войска постепенно занимают территорию Чечни и Дагестана. В марте 1859 года Шамиль покидает Чечню. И в этот тяжелый период непокорный Байсангур уходит со своим отрядом в горный Дагестан, к Шамилю. Август 1859 года. Имам Шамиль, теснимый многочисленной армией с 400 защитниками и 3 пушками, укрепляется на горе Гуниб. Байсангур организовывает оборону осажденного Гуниба. Однако 25 августа 1859 года, после длительной осады, Шамиль сдается в почетный плен. Именно Байсангур, давний друг имама, был одним из 2 чеченских наибов вместе с Османом Мичикским, который до конца остался с Шамилем. Существует предание, которое передается из уст в уста и сохранило отголоски тех драматических событий. Когда Байсангур узнал, что имам идет сдаваться, то поскакал в сторону Шамиля. Увидев сгорбленного позором и унижением имама, идущего на окраину осажденного аула, Байсангур окликнул его и попросил переговорить с ним. Рассказывают, что на окраине аула стояла сакля, они зашли туда. Байсангур всячески отговаривал имама от сдачи в плен. Он долго и настойчиво убеждал его, что еще не все потеряно, что они сумеют прорваться через тройное кольцо.
Однако Шамиль был непреклонен в своем решении и направился в сторону неприятеля. И тогда от отчаяния и бессилия вернуть стойкость и решительность некогда отважного воина, Байсангур выхватил пистолет и навел на удалявшегося Шамиля. Он окликнул его: «Шамиль!» Имам, не оборачиваясь, продолжал идти. Еще дважды окликнул Байсангур имама, но тот не обернулся и навсегда вошел в историю как человек, который сломился и покорился судьбе и сложившимся обстоятельствам. Позже, когда царский генерал спросил Шамиля, почему тот не обернулся, Шамиль ответил: «Если бы я обернулся, то он бы меня застрелил». «А разве он не мог застрелить тебя и так?» – удивился генерал. Это был Байсангур. «Он в спину не стреляет», – коротко ответил Шамиль. После почетной сдачи Шамиля Байсангур с небольшим чеченским отрядом сумел прорваться сквозь тройное кольцо врага и ушел в Симсирские леса. В этом историческом прорыве погибает почти весь его отряд. Выжили немногие. Однако неукротимый Наиб со своим соратником Салтамурадом и лидерами других чеченских общин готовит восстание. В Аргунском ущелье готовится к выступлению и Старый Волк, Умадуев из Дзумсоя. Готовится и отважный Атабай Атаев. Уже в мае в Горной Чечне вновь вспыхивает восстание, и на этот раз возглавляет уже 66-летний Байсангур Биноевский. По преданию, бывший имам по настоянию царя пишет в это время ему письмо, укоряя в том, что Байсангур напрасно губит людей в бессмысленной борьбе, что силы царской армии неисчислимы. Говорят, что Байсангур ответил со свойственной ему резкостью и решительностью, что Шамиль опозорил себя навеки, променяв свои идеи на сытную и уютную жизнь за пазухой царя. И это в то время, когда именно по призыву Шамиля чеченское общество было обескровлено и потеряло почти половину мужского населения. Байсангур ответил, что предпочитает почетную смерть на поле брани, а не в золотой клетке. Незадолго после этого, 17 февраля 1861 года, при выходе из очередного окружения под Байсангуром погибает конь, а сам он попадает в плен. Военно-полевой суд приговорил Байсангура к смертной казни через повешение. Его семья и сыновья Алхазор и Тахир вместе с другими участниками восстания ссылаются в Сибирь. В тот воскресный день на площадь перед церковью в Хасавюрте собрали народ. Многие и сами пришли в последний раз посмотреть на знаменитого предводителя горцев. Под барабанный бой везли на телеге одноглазого, однорукого и одноногого чеченца. Кто знает, о чем думал этот человек перед казнью, что хотел сказать этим людям в оборванных одеждах, с надеждой на чудо взиравших на него и, не стесняясь, утиравших слезы от бессилия. Тяжело передвигавшегося 67-летнего Байсангура подвели к виселице. Стоявшие на площади горцы начали читать предсмертную молитву Ясин. Раздалась команда офицера, остановили барабанную дробь, зачитали приговор. И тут царские палачи применили изуверский прием и начали вызывать из толпы горцев, желающих совершить казнь над прославленным Наибом. В награду были обещаны деньги и всевозможные почести и привилегии. Толпа угрюмо молчала, но нашелся один. В народе утверждают, что палач из горцев был подкуплен заранее. У Байсангура задрожали губы. Он не стал ждать и, сверкнув глазом, сам сошел со скамьи, шагнув в бессмертие. Возглас ужаса и скорби пронесся над толпой. Трудно удивить горцев храбростью, но всегда и во все времена у горцев особое неизменное восхищение вызывало имя Байсангура Биноевского. Этот человек – один из самых легендарных и почитаемых героев чеченского народа. В памяти народной он остался как образец неукротимости, мужества и несгибаемой воли. Его образ, как и многих других героев, служил примером для лучших сынов чеченского народа, таких как Алибек Алдамов, Зелимхан Харачоевский или Абдурахман Автарханов. Имя Байсангура долгое время было одним из белых пятен официальной истории, но оно должно занять подобающее ему в отечественной истории место. Но как бы ни сложилось, ясно одно – никогда благодарная память народа не забудет своего великого сына, отдавшего жизнь в священной борьбе за свою отчизну. Ну, у нас на этом все. С вами был Валид Генаев. Мы встретимся с вами ровно через неделю. Благодарю за внимание и всего вам хорошего.